ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 11:00, мемориал «Вечный огонь», митинг памяти и скорби. 22 июня, 75 лет назад, началась Великая Отечественная война. День, расколовший жизнь на до и после, отмечают здесь траурными мероприятиями ежегодно. С войны не вернулись 8 тысяч ухтинцев. Тогда, в июне 41-го, еще никто не знал, что придется ждать 1418 дней и ночей возвращения родных и близких, что впереди еще 1418 дней и ночей вся страна, от Курил до Карпат, будет жить в ожидании победы. Приближая этот День Победы, вы, люди старшего поколения, доблестно сражались за нашу Родину, за своих близких, за будущую жизнь своих внуков и правнуков. Память о тех страшных днях осталась даже у тех, кто в 40-е был ребенком. Любови Романович 22 июня 1941 был всего годик. 4 деревни освободили, начали нашу деревню освобождать, и меня контузило. Меня вот эта сторона вся контузила, меня контузила. И тогда уже мы сначала немцев много, как бы на Паре, на Вечный остров Паре, а потом до Бреста немцев погнали. Митинг закончился минутой молчания и возложением цветов. После стало известно, что от жары переутомления нескольким зрителям стало не по себе. И не только зрителям. К съемочной группе подошли представители партии, которая в годы войны была правящей. Коммунистам на этом митинге в слове о подвиге предшественников отказали. Слова нам не предоставили, как видите, как слышите, поэтому я хочу сказать вам, что в нашем городе есть еще ветераны, которые воевали. Честь им и слава. Есть люди, которые трудились в тылу, есть люди, которые дети войны. Мы их помним, чтим, честь им и слава. Через 15 минут после завершения митинга площадь у мемориала опустела, и только алые гвоздики возле Вечного огня остались напоминанием о миллионах загубленных войной жизней, чтобы помнили.